Ноябрь сулит якутянам дополнительные расходы в части жилищно-коммунальных услуг из-за удорожания природного газа и повышения цен на бензин. Эти вопросы обсуждались сегодня на брифинге, проведенном в Госкомцен Якутии, рассказывает Виталий Абрамов. Цены в нашей республике находятся в сильной зависимости от закупочных стоимостей товаров, так как большая часть продовольствия завозится из-за ее пределов. Наряду с рыночным регулированием осуществляется и государственный контроль, выступающий определенным сдерживающим фактором. Но в связи с последними мировыми событиями ценники некоторых товаров начали колебаться, особенно на мясную и молочную продукцию. Мониторинг за время, введенное со времени введения продуктового эмбарго на сегодняшний день, показывает незначительные изменения цен. За последний месяц Якутия занимает 64 место из 85 по росту цен на социально значимые продукты питания в России, что, со слов регулятора, является хорошим показателем. Однако со следующего месяца нас ожидает рост тарифов на природный газ, а именно на 6,3%. В связи с изменением цен с 1 ноября на 6,3% по газу у нас на пищеприготовление в среднем увеличится на 11 рублей, а на отопление порядка 150 рублей на семью. Госрегулятор также напоминает, что для сельского населения эти цены будут ниже на 20% и добавляет, что якутские платежи за ЖКУ являются одними из самых низких по сравнению с другими регионами страны, в том числе и на Дальнем Востоке. Государственным комитетом по ценовой политике утверждаются льготные тарифы для населения. И разница между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения компенсируется из бюджета республики. Вот в 2014 году это было порядка 16 миллиардов рублей. Также ноябрь принесет нам рост цен на ГСМ. Топливо от Саханефтегазбыта подорожает в среднем на 10%. То есть 95-й будет стоить 44,80, 92-й 42,80, а 80-й 32,5 рубля. А дизель составит ровно 44 деревянных. В компании подчеркивает, что основными факторами, влияющими на повышение цен в России, являются новые акцизные ставки налога на моторное топливо, а также инфляция. Значительного роста цен в Арктике не будет. То есть фактически она поднимется так же, как и в центральных группах. Значит, улусов это на 3-3,5 рубля. А на будущее компания намерена перейти к трехразовой системе корректировки цен на топливо. То есть цены будут повышаться в январе, июне и в ноябре. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.